Доброе утро, уважаемые телезрители. Телеканалы Якутия-24, НВК Саха. Это «Утро Якутии», которое вновь случилось, и нам от этого радостно. И утро это с вами встречаем мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. На календаре 25 октября. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, что такое карта жителя Якутска и в чем же ее преимущество. Также напомним, что началась всероссийская перепись, и так отправимся в город Нерюнгри, узнаем, как там проходит это мероприятие. Да, в столице нашей страны прошел третий международный фестиваль народно-художественных промыслов с участием якутских ремесленников. И вот узнаем мнение москвичей и гостей столицы о том, вообще, как это мероприятие прошло, по их мнению. Также в нашей студии мы ожидаем якутского продюсера. Поговорим о том, почему корейский сериал «Игра в кальмара» стал популярным сейчас по всему миру и какая же киноновинка ждет якутских зрителей в ближайшее время в кинотеатрах. Ну и, конечно же, наши постоянные рубрики. И, кроме этого, работаем мы, как всегда, в прямом эфире. Поэтому способы обратной связи наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Все ваши поздравления, привет, пожелания мы обязательно прочитаем. Пишите, главное. Ну и напоминаем вам про нашу страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, узнавайте последние новости на нашей странице. Ну а далее ждет вас информация о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 1,3 градуса тепла. В Заречной группе минус 7,0 градусов, в южных плюс 1, минус 7, в Вилюйской группе плюс 1, минус 1, в Нижнеленских 6,7 градусов мороза. В западных минус 1, плюс 1, в Колымо-Индигирской группе от минус 15 до минус 24 градусов. В Янских минус 18, минус 22, на северо-западе 14-17 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 0 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 0,2 градуса тепла. Да, в конце октября плюсовая температура не может не радовать. Ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. В ожидании наплыва туристов регионы усилили антиковидные меры. Многие россияне собираются путешествовать во время длинных ноябрьских выходных, несмотря на строгие ограничения. С 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры, спортивные объекты, а театры и музеи можно будет посетить при наличии QR-кода. В Санкт-Петербурге с 1 ноября для посещения массовых мероприятий и общественных мест потребуется QR-код, а 15 ноября мера вступит в силу для посетителей музеев, театров, спортивных и иных объектов. Отдых у моря тоже будет проблематичен для невакцинированных туристов. Заселиться в отели, гостевые дома, санатории, пансионаты Краснодарского края и Крыма без сертификата о прививке или о справке о перенесенной инфекции не получится. В Мегино-Кангаласском районе управление соцзащиты совместно с Центром занятости населения в селе Майя проводят курсы, где обучают сиделок. Учат уходу за пожилыми преподаватели Якутского медицинского колледжа. Всего обучают 25 работников. Курсы длятся 1 месяц и состоят из теоретического и практического занятий. В конце учебы будущие сиделки сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и получают удостоверение. Компетенцию сиделка. Да? Наши студенты обучаются, как ухаживать за пациентами. Пациенты у них разные, в основном одинокие, пожилые люди. Они учатся с ними общаться, учатся обучать их к самоуходу. Также учатся таким функциям, как измерять артериальное давление,
пульс, давать рекомендации по питанию, также измерять уровень сахара. Так, дают рекомендации по питанию, по личной гигиене. С ноября нескольким категориям пенсионеров повысят пенсию. На сегодняшний день размер страховых выплат по старости составляет около 6 тысяч рублей. Начиная с ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, начнут получать двойной размер страховой выплаты, то есть 12 тысяч рублей. Данная сумма будет поступать на счет в следующем месяце после дня рождения. Законодательством России не предусмотрены индексации пенсии работающим пенсионерам. Однако, если пенсионер закончил трудовую деятельность в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему произведут дополнительные выплаты. Это перерасчет страховых по старости. Также включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным. Плановое повышение пенсии предусмотрено и для бывших летчиков и шахтеров. Портал «Работа в России» принял заявки от более чем 4000 жителей республики, желающих пройти переобучение за счет государства по федеральному проекту содействия занятости нацпроекта «Демография». В основном это безработные и граждане в поисках работы, в том числе сотрудники предприятий, находящиеся под риском увольнения, люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми. Так, допуск к обучению получили более 1100 сотрудников. На сегодня переподготовку проходят порядка 600 человек. Почти 190 граждан уже завершили обучение, а 140 нашли новую работу. Спасибо, Сергей. Мы продолжаем. На этой неделе мы предлагаем вам вместо обычного комплекса утренних упражнений сделать дыхательную гимнастику, которая будет полезна людям, перенесшим коронавирусную инфекцию и переболевшим пневмонией. Да, при этом дыхательная гимнастика, она помогает не только в данных тобой оговоренных случаях, ну и вообще, в принципе, это очень хорошая такая профилактика, потому что дышать нужно уметь правильно. На самом деле, целое искусство дышать правильно. И вот сегодня предлагаем вам пристраститься к этому очень полезному занятию. Доброе утро! Сегодня я вам покажу дыхательные упражнения, рекомендованные для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Итак, первое упражнение по Стрельниковой. Исходное положение вот в таком положении. И упражнение называется ладошки. Сжимаем 8 раз. Во время сжимания делаем вдох носом, выдох свободный. Итак, поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Ладони в таком вот положении и называется «Обними плечи». То есть 8 раз вдох и поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Хорошо. Следующее упражнение – погончики. Исходное положение в таком положении. И руки идут вниз, ладошки раскрываются. Поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Вниз опускаем плечи. Насос называется. И раз. Также 4 раза подхода. Следующее упражнение – кошечка. То есть исходное положение руки в таком положении. И вдох, вдох. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Эти упражнения повышают уровень кислорода в организме, также повышает иммунитет, кровообращение и обмен веществ. Рекомендовано ежедневное занятие этими упражнениями в течение 3 месяцев. Для профилактики достаточно 2 недель до месяца. Будьте здоровы, до свидания. Доброе утро, Павел. Паша, Так официально. часто ли ты пользуешься наличкой и пользуешься ли вообще ею? Ну, слушай, последнее время я все-таки очень редко пользуюсь наличными средствами, хотя раньше я был только рад ими пользоваться меньше, потому что на карте оно как-то сохраннее, что ли, меньше возможностей потратить. Но время прошло,
сейчас цифровые сервисы, вот это вот все, возможности безналично потратить деньги огромные, мест много, и ты как бы тратишь еще больше, по-моему, чем с наличиями. А я знаю, что 50 на 50. На случай, если вдруг что-то случится, там, не знаю, Кубышка, чтоб была. свет уйдет там на нашей земле, да, случится такое, то нужно иметь все-таки, я считаю, какие-то запасы. Ну, есть мнение, если по всей планете уйдет свет и рухнет система, то нужны будут березовые листочки. Но вот мы решили узнать у жителей Якутска, нашей столицы, да, чем они пользуются, все-таки наличными средствами или предпочитают расплачиваться банковскими картами. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы сейчас чаще используете наличные денежные средства или карту? Картой. А почему? Ну, так удобнее. Мне так удобнее. А сколько у вас наличных сейчас при себе? 1000 рублей. 1000. Это всегда стабильная сумма или это чисто случайность? Чисто случайность. Ну, чаще карты, конечно. А почему? Так удобнее, не надо мелочь там искать где-то. Сразу оплатил и все, дальше пошел. А сколько у вас сейчас в кармане наличных, если не секрет? Рублей 100, наверное, есть. А для чего вы 100 рублей храните? На проезд на всякий случай. Наличкой. Я карте не доверяю. Отлично. А сколько у вас наличных всегда при себе? Примерная сумма есть? Ну, есть, ну, до 1000 где-нибудь, там, сотен несколько, там, 300-400 рублей. Карту, конечно. Карта, мобильный банк. Наличные невыгодно. Когда наличка быстрее заканчивается, и они какие-то грязные более деньги. Когда картой, она более эффективна, и ты... То есть грязи боитесь? После коронавируса, как карантин начался, наличкой я больше не пользуюсь. Карту. Почему? Ну, потому что удобно очень. Деньги не надо с собой таскать. Все в пределах, рядышком. А сколько наличных у вас сейчас в кармане? Нисколько. Вообще нет. Вообще нет. Карту, исключительно карту. Я вообще наличные забыл, когда в руках держал, честно говоря. А почему карта? Ну, потому что это удобно. Как бы наличка, где она нужна сейчас? Нигде. Ну, на мой взгляд. А на данный момент сколько у вас налички в кармане? Нисколько, вообще, абсолютно. Ну, я серьезно говорю, то есть последний раз наличные деньги я в руках держал, может быть, несколько месяцев назад. Картой, конечно. Картой. А почему? Ну, все пользуются картой. Так удобно. Не надо искать мелочь. А скажите, сколько примерно наличных у вас сейчас в кошельке? Ну, если честно, сейчас у меня 25. 25 рублей? Ну, это чисто случайно. А у тебя сколько сейчас на карте, Паша? 25 тысяч, чисто случайно. Нет, у меня сейчас ничего. В студию нельзя ничего заносить, поэтому все осталось, сейчас с собой ничего нет. Продолжая тему карт, что такое карта жителя Якутии? Мы сегодня поговорим с нашим гостем Дмитрием Скворцовым. Дмитрий, доброе утро. Да, руководитель проекта «Карта жителей Якутии». Дмитрий, ну, главный вопрос. Что такое карта жителей Якутии? Что она из себя представляет? Как давно стартовал вообще проект? Да, доброе утро, уважаемые телезрители. Что такое карта жителей Якутии? Карта жителей Якутии – это фактически функционал, который, с одной стороны, содержит полностью все банковское приложение, то есть вы можете расплачиваться, переводить средства, соответственно, то есть все, что позволяет обычная банковская карта. С другой стороны, у этой карты есть очень интересный функционал, связанный с тем, что она позволяет заменить все удостоверения, которые есть у человека. То есть, допустим, удостоверение многодетное, удостоверение пенсионера, удостоверение инвалидности, удостоверение ветерана труда. То есть во всех случаях, когда вам нужно предъявить какое-то удостоверение, чтобы подтвердить свое какое-то право на льготу, допустим, льготный проход в бассейн, льготный проход в музей, покупка субсидированных билетов, там, где вас просят предъявить какие-то дополнительные удостоверения для подтверждения вашего права. Вы достаете эту карту, и она заменяет этих удостоверений. Поэтому получается, что вы используете во всех своих жизненных ситуациях, то есть там, где вы платите, вы продолжаете платить этой картой, но там, где вам еще нужны какие-то удостоверения предъявлять, то есть вы также предъявляете эту карту и получаете те права, которые вам положены. В общем, все в одном, и да, действительно звучит удобно. Да, и еще что очень важно, и, соответственно, скидки, которые вы тоже сейчас получаете, да, то есть те же владельцы каких-то удостоверений получают скидки в определенных магазинах, да,
да, в этих же магазинах также по этой карте, то есть вы получаете там, ну, скидки, и плюс, ну, с точки зрения банка вы еще получаете кэшбэк. То есть фактически вы получаете в одном магазине, приходя, то есть если он подключен к программе, и как бы, ну, вот в этом Со магазине... своего банка. Да, то есть вы получаете кэшбэк при оплате по карте, и просто как удостоверение, соответственно, скидку в этом магазине тоже получаете. То есть карта рассчитана все-таки на все категории граждан? Карта рассчитана на все категории граждан старше 14 лет. Ну, потому что до 14 лет есть законодательство, ну, когда нельзя открывать банковский счет. Соответственно, ну, любой житель эту карту может получить и пользоваться теми правами, которые у него есть. Ну вот, как я сказал, звучит удобно, сам еще этим не пользовался. Логичный вопрос, как вообще оформить, как получить такую карту? Ну, давайте, может быть, я еще немножко расскажу про историю, да, то есть проект стартовал с 1 июля 2021 года. Специально была сделана такая форма, как некий пилотный проект, ну, потому что надо было, ну, так как он очень социально значимый, да, то надо было их обкатать там все эти, ну, как бы все схемы, все, ну, все технологии. Соответственно, он запустился на территории Якутска, Нюрба, Нерюнгри, Мирный и село Бердикистях, то есть на этих 5 территориях. Закончился пилотный проект 1 октября, то есть мы его подвели итоги и поняли, что, ну, все уже можно как бы начинать, ну, тиражирование на всю... В массы. Да, массы. Вот. Соответственно, как ее оформить? Оформляется она либо через специальный портал, значит, есть, ну, портал проекта, там, где вы можете просто в электронном виде подать заявку, но это тоже удобно, там, учитывая, что сейчас пандемия, но никуда ходить не надо, вы просто подаете там заявление. Либо можно прийти в отделение банка, Холмас-Регенбанка, и подать заявление там. Либо третья форма, на портале госуслуг можно записаться на прием, ну, то есть, чтобы не стоять в очереди, да, то есть вы как бы записываетесь на прием в определенное время и, ну, приходите. Плюс сейчас, вот, ну, вот мы как раз с сегодняшнего дня, да, еще запускаем один канал, это МФЦ. Ну, там вы можете прийти, и вам сотрудник МФЦ поможет оформить эту карту, опять-таки, через портал. Ну, то есть те, у кого есть какие-то сложности, и, там, вот, то есть, ну, они могут прийти, и им там помогут, ну, по сути, то же самое сделать, что вы, там, если бы дома заказывали эту карту. Соответственно, ну, на сегодня уже оформлено порядка 9000 карт. Вот. И мы, ну, очень рассчитываем, что это сейчас количество будет, ну, увеличиваться, потому что, ну, на самом деле карта удобна. У этой карты есть еще одна очень интересная особенность. Ну, как вы сейчас знаете, ну, пенсионный возраст сейчас, ну, немножко сдвигается, да, то есть на федеральном законе приняты, ну, там, соответствующие поправки, да, то есть, ну, которые увеличивают этот возраст. Так вот, на территории республики принято решение, что при получении этой карты вы становитесь пенсионером, ну, фактически как бы пенсионером, получающим все права, ну, все права, которые положены пенсионеру, женщина с 50 лет, мужчина с 55 лет. Ну, то есть, ну, фактически вы, ну, получаете статус раньше, чем по федеральному законодательству. Ну, это те, кто выходит как бы, ну, по времени. Вот. И это как бы еще один плюс, который вот, ну, есть у этой карты. То есть, как бы, ну, заранее вы можете уже, ну, получить вот эти льготы. Карту сегодня уже можно оформить? Карту сегодня уже можно их оформить на всей территории. Вот. И, соответственно, ну, получая эту карту, дальше вы можете... Значит, ну, мы сейчас очень активно еще занимаемся, ну, расширением функционала, ну, потому что понятно, что карта интересна, когда на ней очень много функционала. То есть, ну, если на сегодня мы подключили музеи, бассейны, продажи субсидированных билетов, пока только в авиакомпании Якутия, а планируем опять-таки, ну, во всех скажем так, перевозчиков. Да, ну, перевозчиков. А что еще интересного будет, да? Очень интересным направлением, такого еще нет в России, да? Мы сейчас договариваемся с другими субъектами, Москва, Санкт-Петербург, планируем Крым, Кавказ, Приморье, соответственно, чтобы обеспечить взаимный прием аналогичных карт. Ну, то есть москвич там или ну, там житель Санкт-Петербурга приезжает сюда, используя здесь, то и наоборот. Карта, да? Ну, по сути, это пока все-таки, ну, не единая карта, то есть у каждого будет свое. Но приезжая, ну, в другой субъект, если у вас какие-то есть права,
там, ну, допустим, очень простой пример, вы приезжаете в Санкт-Петербург, там, ну, идете в Петергоф, да, и там, ну, это вам положена какая-то скидка, ну, допустим, вы, ну, пенсионер или там, ну, это ветеран и так далее. Сейчас вы приезжаете с пакетом документов и предъявляете в кассу. Там карта, Там опять просто же. карточкой и плюс, ну, еще мы сделали очень интересное решение, когда на одном, ну, фактически на банковском терминале, да, то есть происходит, ну, если вам положена какая-то скидка при оплате, ну, то есть, допустим, опять-таки простой пример, вы приходите в бассейн, там стоимость билета 500 рублей, ну, вот, соответственно, ну, вы пенсионер, вам положена 50% скидка. Значит, ну, кассир берет эту карту, вас идентифицирует, ну, просто как, ну, владельцы этой карты. Кстати, я могу показать, я их, ну, принес вот неких образцы. Ага, вот так выглядит. Да, как выглядит. И, соответственно, на их оборотной стороне есть фотография. То есть есть, ну, фотография. То есть кассир вас как бы идентифицирует как владельцы этой карты. И дальше, ну, вы производите просто оплату на терминале. Но в момент, когда пересчитывается, то есть, ну, вот списывается сумма, вам пересчитывают сразу, ну, стоимость этого билета. И, допустим, если у вас 50% скидка от 500 рублей, то с вас с карты, ну, спишется. 250, да, соответственно. Да, сразу, ну, 250. Ага. То есть, ну, ничего не надо делать, автоматически все произойдет. Ну, здорово. Сколько преимуществ, да, у карт? Да. Ну, я думаю, в конце беседы имеет смысл поговорить о партнерах проекта. Вот можете ли сейчас перечислить хотя бы там большинство, кто сегодня с этой системой работает? Ну, смотрите, значит, ну, на сегодня подключены все театры, все спортивные объекты на территории Якутска, и сейчас активно подключаются все спортивные, ну, скажем так, всех учреждений муниципального подчинения в этом проекте, ну, будут обязательно. Вот. С точки зрения, ну, вот я уже сказал по поводу авиакомпаний, то есть мы планируем подключить все авиакомпании, Аэрофлот, S7 и, ну, Якутия, полярных авиалиний, то есть, ну, человек будет как бы, ну, не привязан к компании, покупая субсидированные билеты. И сейчас мы их активно привлекаем коммерческих участников, то есть уже сейчас подключился Якутск Опторг, Саха Фармация, и, то есть, ну, мы крупные вот такие вот, ну, в крупные коммерческие компании мы пытаемся тоже привлечь. Дмитрий, спасибо вам за полезную информацию этим утром. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо, спасибо большое. Ну, а мы продолжаем. Сегодня на календаре 25 октября, при этом понедельник. И, что интересно, это фактически последняя неделя октября 2021 года. Но радует, что она, хоть и последняя, она только-только началась. А вот каким днем, какими событиями, точнее, сегодняшний день ознаменовался в истории человечества, узнаем из нашей рубрики. На календаре 25 октября. Сегодня отмечается Международный день школьных библиотек, День таможенника Российской Федерации, День работника кабельной промышленности в России. По народному календарю в этот день отмечается память 3 святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые – оттепель, а мигающие – перемену погоды. Если же видели падающую звезду, ждали ветров и сухого года. В 1922 году в Советской России завершилась гражданская война. В 4 часа дня 25 октября 1922 года части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики вошли во Владивосток. Взятие Красной армии Владивостока 25 октября 1922 года традиционно считается датой окончания гражданской войны. Однако одиночные бои велись еще примерно год, а отдельные белопартизанские отряды действовали еще несколько лет. В 1971 году Тайвань исключен из состава ООН. В 1990 году в этот день состоялись съемки первого выпуска телеигры «Поле чудес». В этот день родились Мария Романова, Иоганн Штраус, Жорж Бизе, Глеб Успенский, Пабло Пикассо, Галина Вишневская, Анни Жерардо, Тамара Семина. Именины в этот день отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан,
Мартин, Николай, Тарас, Федот. Мы продолжаем наш эфир. Всероссийская перепись населения переходит в активную фазу. Она 12-я по счету, но в первый раз проводится в электронном формате. Да. В Нерюнгринском районе тем временем 22 переписных участка, из них в Нерюнгре 17, то есть подавляющее большинство. Вот о их работе, вообще, как перепись проходит в Нерюнгринском районе, расскажет Екатерина Павлова. Стандартный обход переписчика по адресам. С собой обязательно маска, жилет, бейдж с паспортом, сумка и планшет. В него заносятся ответы на вопросы. Всего их 33. Большая часть из них – социально-демографические характеристики. Остальные – данные о жилищных условиях. Вся информация записывается со слов граждан. Документов для подтверждения не требуется. Люди реагируют по-разному. Кто-то вообще двери не открывает, кто-то говорит, посылает детей, что нас дома нет. А в основном реагируют хорошо, то есть кто-то меня пропускает в квартиру. Это мое личное мнение. Я считаю, что это наш гражданский долг, потому что лично я не знаю, сколько человек проживает в нашем городе Нерюнгре. Поэтому, чтобы люди посерьезнее, поответственнее отнеслись к этому. В Нерюнгринском районе работает 128 переписчиков. Кроме того, в этом году в течение месяца перепись впервые проходит в цифровом формате. Для удобства и скорости современные технологии. Жители страны в любое время суток могут самостоятельно пересылать данные о себе и близких через портал госуслуг. Для одной семьи достаточно одной учетной записи. В целом по Нерюнгринскому району должно быть переписано около 70 тысяч человек. На сегодняшнюю дату переписчиками переписано порядка 5 тысяч человек. Наши переписчики ходят по адресам, проводят опрос. В случае, если лица, проживающие по адресу, прошли перепись уже на портале госуслуг самостоятельно, им необходимо будет предъявить QR-код и подтвердить количество проживающих. Также пройти процедуру можно в стационарных переписных участках, в том числе в МФЦ. Кроме того, организованы мобильные бригады для сбора сведений у сотрудников крупных организаций района. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Социальный контракт как помощь в открытии своего дела. С начала года в Тампонском районе около 130 жителей получили помощь на открытие своего бизнеса. Да, в различных отраслях деятельности. Более подробно об этом расскажет Мария Винокурова. Легкими, но уверенными движениями мастер Анастасия, она же хозяйка салона ногтевого сервиса, обновляет образ. Молодая мама несколько лет работала в банковской сфере, но после декретного отпуска решила попробовать работать на себя. Благодаря соцконтракту Анастасия смогла приобрести необходимое оборудование и начать свое дело. Благо клиентскую базу она наработала, когда еще трудилась на дому. Здесь мой основной заработок, моя основная работа здесь. И мне нравится, я люблю маникюр, я люблю руки, ногти. Я вообще кайфую от своей работы. Ну, в день у меня также по 3, по 4 клиента. Если устаю, допустим, то могу записать там 2 и все, и отдыхать, идти спокойно. Год назад свой салон красоты открыла и Анастасия Никифорова. Еще недавно, стоя за прилавком магазина, она даже не думала, что скоро станет востребованной в сфере бьюти-индустрии. Сегодня за процедурами ухода за лицом и телом к ней спешат клиенты со всех уголков района. Женщин, любящих уход, конечно, много. Приезжают из Бариков, у нас есть клиентки, с Теплого Ключа, с Кискила, в общем-то, с Сайдов даже молодежь. Но вообще средний возраст, конечно, после 30 женщины любят на себя что-нибудь помазать. Вообще, ухаживают, конечно, за собой. Молодежь, не знаю, молодежь еще, наверное, финансовая сторона. Основные условия социального контракта – среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не должен превышать величину прожиточного минимума. Также заявитель и члены его семьи не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя либо юрлица на момент обращения и в течение года на момент обращения. Получателями данной государственной социальной помощи на основании социального контракта могут быть малоимущие семьи, малоимущие, одиноко проживающие граждане. Размер оказываемой социальной помощи до 250 тысяч рублей. На оплату обучения до 30 тысяч рублей. Срок контракта не более 12 месяцев.
В Тампонском районе с начала года выделено 130 квот из федерального и республиканского бюджетов, которые на местах помогают людям с небольшим доходом выйти на качественно лучший уровень жизни. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Главной проблемой в осенне-зимний период у автолюбителей это, конечно же, гололед. Да, и очень важно вовремя переобуть свой автомобиль, перейти с летней на зимнюю резину, в идеале на шиповке, потому что гололед опасен чем? Что машину труднее контролировать на дорожном полотне, можно соскользить, заскользить, расскользиться. Ну и достаточно такая спорная ситуация происходит. Особенно на дороге, если да? вы заскользите в другой автомобиль. Это будет очень спорно. Вот как в таких ситуациях вообще правильно действовать, с юридической точки зрения, расскажет наша рубрика «Совет юриста». Доброе утро, дорогие автолюбители! Сегодня мы поговорим о ваших сложностях при ДТП. Сегодня мы разберем ДТП, где виновник покинул место дорожно-транспортного происшествия. Зачастую это мелкие аварии, которые происходят во время движения на перекрестках, когда вас задели, поцарапали машину и уехали с места ДТП, или, к сожалению, возле вашего дома. То есть это тоже дорожно-транспортное происшествие, когда вашу машину поцарапали. Что же делать? Для того, чтобы обратиться в страховую компанию, нам нужно какие-то доказательства, что дорожно-транспортное происшествие произошло. Поэтому, если речь идет о том, что на перекрестке вас задели и уехали, вы останавливаетесь, выставляете все необходимые знаки и вызываете госавтоинспекцию. Сообщаете о том, что виновник покинул место дорожно-транспортного происшествия. Если у вас установлен видеорегистратор, вы сообщаете также марку машины, ее цвет, возможно, успели заметить или записали номер. Если нет, то также сообщайте, что вот в такое-то время произошло дорожно-транспортное происшествие, что примерная марка автомашины такая-то, цвет такой-то. И создают все необходимые документы о том, что ДТП произошло. Далее идет следствие, в ходе которого должны установить, кто же был виновник. То есть на дорожном полотне в течение промежутков у нас установлены дорожные камеры, которые фиксируют не только правонарушение, но и просто движение автомашин. А благодаря этому будет установлен виновник дорожно-транспортного происшествия, его привлекут к административной ответственности, то, что он покинул, получается, место аварии. Ну а вы сможете благополучно, если у него есть страховка, обратиться, предоставляя все необходимые документы в свою страховую компанию. Что подтверждает? Подтверждает, например, решение Московского городского суда от 6 февраля 2018 года. Это достаточно свежая, еще есть более свежая практика, где суд, несмотря на то, что виновник покинул место аварии, что мотивировал доказательствами, что не он поцарапал, что повреждение у его автомашины другого характера, суд встал на сторону потерпевшего и привлек виновника к административной ответственности и ограничил управление транспортными средствами, лишив прав на 1 год. То есть это доказывает то, что нам необходимо только обратиться. Если речь идет о происшествии во дворе, то есть также мы ищем свидетелей, заявляем госавтоинспекцию о том, что произошла вот такая неприятность, да, что повредили автотранспортное средство, что виновник вами не установлен, но вы можете назвать контактных лиц из числа соседей, которые видели, что отсюда отъезжала автомашина такой-то марки, такого-то номера. Это уже, конечно, усложнит процесс доказывания, но в ходе следствия вполне возможно, что во дворе паркуются одни и те же машины по характеру повреждений, собственник автотранспортного средства, которому нанесен ущерб вашему автомобилю, будет также установлен, и вы также обратитесь либо в порядке своей страховки или в судебном порядке с виновника будут взысканы денежные средства. Будьте осторожны, внимательны и, конечно, дорогие автолюбители, уважайте друг друга. Ну, а прямо сейчас вновь готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Узнаем о последних новостях. Овен. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления. Многое уже сделано, поэтому сейчас вы можете просто наслаждаться результатами своей работы. Надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Пятница и суббота должны пройти без неожиданностей и особых проблем. Телец. Неделя может принести много полезного, но также подкинет пару сложных задач. Может обнаружиться изъян в том, что вы делаете. Не торопитесь что-либо менять, пока не удостоверитесь в безысходности сложившейся ситуации. Со среды вносите нечто новое в отношения и связи. В конце недели делайте ставку на неожиданность и оригинальность. Близнецы.
На недостаток внимания жаловаться не придется. Если вы цените популярность, период начала недели проведете довольно приятно. Те же, кто предпочитает покой и возможность заняться собственными делами, могут утомиться назойливостью желающих пообщаться. В конце недели возможны незначительные денежные поступления. Рак. На этой неделе на пути к успеху не помешает немного напористости. Звезды рекомендуют не зависать на проблемах и неудачах, если таковые возникнут. От объема выполненной работы будет зависеть полученное вознаграждение. Но не забывайте об отдыхе и не работайте в ущерб здоровью. Для начала новых серьезных отношений подходит окончание недели. Лев. В течение этой всей недели львы будут получать одобрение от окружающих, коллег, а также руководства. Некоторым удастся стать настоящим центром активности в области новых разработок, международных связей, зрелищных мероприятий. Можно расширить географию своих поездок и связей, подумать о широкой рекламе. Дева. Начало недели некоторые девы встретят в приподнятом настроении. Ваши успехи в профессиональной деятельности достойны восхищения. Но увлечение работой может сказаться на остальных сферах жизни. На них может просто не хватить времени и сил. Запланируйте все дела на неделю, чтобы успеть справиться со всем необходимым. В пятницу и субботу желательно избегать всякой суеты. Весы. Понедельник приведет вас к физическим травмам, ненужным скандалам и крайне неосторожным общением. Рекомендуется находить приятное даже в надоевших повседневных обязанностях и бытовых хлопотах. И тогда нестабильность превратится в свою противоположность. Вероятны нерешительность и потеря веры в себя из-за череды неудач. Скорпион. Первая часть недели будет заполнена работой, которая не требует сильного умственного напряжения. Мысли в это время будут находиться совсем в другом месте – дома, с семьей, в попытках решить не свои проблемы. Но это также удачное время, чтобы привнести в работу немного креативных идей, которыми с вами могут поделиться друзья и знакомые. Стрелец. Расположение планет в начале этой недели призывает Стрельца к небольшому отдыху и релаксации. Стоит чуть больше времени проводить наедине с собой, наблюдать за происходящими в мире событиями, а также за собственной жизнью. Держитесь подальше от больших скоплений народа. Весьма вероятно возникновение разного рода склок, попадание в эпицентр которых вам противопоказано. Козерог. Те идеи, которые в начале недели придут вам в голову, могут оказаться очень ценными. Однако не стоит торопиться с их реализацией. Окончательное решение лучше пока отложить. Это время благоприятно для общественно полезной деятельности, повышения профессиональных качеств, творчества, благотворительности и укрепления семейных или личных взаимоотношений. Водолей. На протяжении этой недели небеса несказанно благоволят водолеям. В среду и четверг можете смело рассчитывать на помощь со стороны сильных мира сего, в лице непосредственного шефа. У вас не будет ни времени, ни желания для того, чтобы вступить в чью-то игру. В выходные непрактичные идеи докажут свою полезность. Рыбы. Обдумывайте каждое слово. Не начинайте разговор с критики и претензий. Не выплескивайте на людей накопившееся раздражение. Соперники и конкуренты, возможно, прощупывают вас. Звезды рекомендуют обратить внимание на товары, так или иначе связанные с небом. В первую очередь это воздушные змеи, модели вертолетов, телескопы и подзорные трубы. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Глава Якутии провел совещание оперативного штаба. Исай Николаев оценил текущую эпидситуацию в республике как напряженную. Он отметил, что в нерабочие дни в республике целесообразно объявить с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением президента Владимира Путина. Также глава региона поручил оперативно отработать вопрос с объявлением осенних каникул для школьников одномоментно по всей территории республики в период осенних нерабочих дней.
Нерабочие дни, введенные в России из-за ситуации с коронавирусом, вероятнее всего будут продлены. Для полноценной борьбы с инфекцией нужно прервать контакты минимум на 2 недели. Такое мнение высказал основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев. Правительство России объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября, но вероятно, что они будут продлены, потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, это минимум 2 недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд, сказал он. Эксперт также отметил, что сейчас правительство принимает все необходимые меры для повышения охвата вакцинации от ковида. Между тем, изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса «Спутник Ви» внес Минздрав России. Теперь разрешено ее одновременное применение с прививкой от гриппа. Отмечается, что при совместном применении препаратов их эффективность не снижается. Изменения внесли для удобства и безопасности граждан. Ранее о безвредности одновременного применения препаратов сообщал директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан. Движение на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях продлили до 27 октября. Все остальные паромные переправы на реках Якутии закрыты, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Всего на переправе работают 12 паромов. Перевозки ведут с 5 утра до 23:00 в зависимости от наполнения. Все остальные паромные переправы на реках Якутии закрыты. Хатасская средняя школа с 2017 года проводит соревнования WorldSkills Россия по компетенции агрономия. В этом году впервые ввели соревнования по флористике. Участникам чемпионата молодые профессионалы стали 9 учеников из 7 школ. По регламенту дали 3 задания, на каждое отвели 3 часа. За это время флористы должны были собрать букет из живых цветов, оформить букет для невесты и сделать композицию в специальном ящике. К этому часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Посетителям одного из корейских кафе в Москве предложили сыграть в игру в кальмара. В кафе опирались на сюжет одноименного популярного азиатского сериала «Дорамы», персонажи, которые участвуют в играх на выживание. На кадрах из заведения видно, как надзиратели в розовых комбинезонах контролируют посетителей, которые пытаются на время вырезать фигурку из сахарного печенья с помощью иглы. Все сотрудники кафе при этом одеты в зеленую униформу, в которой по сюжету ходили игроки. В заведении рассказали, что победители получают фирменный десерт и карточку с изображением из сериала. Проигравших заставляют съесть острый перец или капусту кимчи. В случае, если у посетителя аллергия или непереносимость, ему дают леденец, выпрыгивающий из игрушечного пистолета. Реквизиты и костюмы мы достали за пару дней, потому что многие ждали с Алиэкспресс, ждали, пока это все приедет из Китая, из Кореи. Я решил не ждать вместе со всеми и сделать это первее всех в Москве. Поэтому я заказал костюмы у своего товарища, который занимается пошивом одежды. Первые маски были вообще сделаны из масок для фехтования. То есть мы взяли черные маски для фехтования, наклеили на них треугольнички, квадратики. Вот она. И, соответственно, вот это наша первая маска. Как видите, прототип, он очень похож на оригинал. Теперь уже у нас есть настоящие маски. Поделюсь секретом, их сделали 3D-принтинг, то есть это может сделать, по идее, любой человек. Это «Утро Якутии», телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха». Перед нашим небольшим перерывом, паузой, мы говорили про сериал «Игра в кальмара». И сейчас эту тему, в том числе, немножко мы обсудим и поговорим о более таком нам близком событии, тоже кинематографичном. В нашей студии Сардана Савина, кинопродюсер. Сардан, доброе утро. Доброе утро. «Игра в кальмара». На сегодня один из наиболее популярнейших сериалов, наверное, по всему миру, да? Вы сами посмотрели? Да. Как относитесь? Успела посмотреть я этот фильм на Netflix. Ну, мне понравился, да, такой очень бодрый сюжет. На самом деле он не новый, если вы знаете там историю, да, про Королевскую битву, там, и «Голодные игры». То есть сериал на выживание очень популярен среди зрителей. Но, видимо, сейчас, когда этот сериал вышел, он просто попал в самое такое вот время, да, когда мы остро ощущаем, например, расслоение в обществе там, и так далее. Очень острые социальные вопросы поднимает сериал. Ну и потом, на самом деле, для меня, как человека, работающего в кино, в первую очередь заинтересовало то, что это корейское кино, да, создано именно вот нашими азиатскими соседями. И то, что оно стало очень таким востребованным, популярным, это дает как бы надежду на то, что, в принципе, сейчас нет такого различия, что какое американское обязательно должно быть кино или какое. То есть если сюжет крепкий,
каст хороший, то, в принципе, кажется, любое кино может выстрелить. Я надеюсь, что касательно якутского кино в будущем тоже хорошие перспективы ждут. Ну, буквально, да, подводя черту именно про игру в кальмара, как зритель, да, не как профессионала, как зрителя, насколько для вас были вот неожиданные повороты в сериале, но без спойлеров? Ну, был достаточно, да, неожиданными. То есть это основывается же на национальной корейской игре, я так поняла. Поэтому здесь как бы раскрываются какие-то традиционные, видимо, элементы, да. Ну и потом вообще человеческие тоже понятия. Поэтому вот все эти персонажи, их мотив, почему они там оказались, уже очень было интересно. Вот вы сказали, да, что сегодня, возможно, грань вот это стирается, где кино, кем снято, выпущено. Немного, да, информации о нашем якутском кино, которое тоже успешно в последнее время себя везде показывает. Вообще в год в среднем в республике снимается примерно 7 фильмов, ну, вот, которые... плюс-минус. Да. И ежегодно якутское кино получает международные награды, российские различные премии. Вот как вы считаете, в чем секрет успеха якутского кино? Ну, на самом деле сейчас, конечно, ежегодно мы каждый раз, вот, открывая новости, уже даже не удивляемся, скажем, успехом, да, это как обыденное. На самом деле, совсем недавно, буквально там лет 10 назад, может, даже меньше, такие вот большие призы, это было большим событием в культуре нашей, да. Но сейчас идет такая волна. Я на самом деле писала до этого, вот этим летом защищала магистерскую работу и как раз говорила по истории становления якутского кино, причины, там, успеха, там, взлеты, потом какие перспективы мы увидим. И там отчетливо видно, что есть так называемая новая волна, вот как раз вот эти авторы молодые, которые сейчас работают, да. Ну, время пришло, когда якутское должно выйти, скажем так, ну, не из тени, но то, что до этого было заложено, а заложено было немало, и этот период на самом деле идет параллельно с историей создания Сахафильма. 30 лет эта компания будет в следующем году, и буквально вот 20 лет как основа она вот работала. Сейчас мы видим плоды, получается, да? Новые имена, новые фильмы, новые жанры. И самое удивительное в якутском кино то, что якутское кино, оно непосредственно в такой тесной связи со зрителями идет. Благодаря зрителю якутскому, якутское кино стало, скажем, вот тем, чем оно сейчас является. Поэтому я очень люблю зрителей якутских, очень хочу, чтобы они продолжали также поддерживать наше якутское кино и ходили. А кинематографисты, в свою очередь, конечно, стараются выпускать разножанровое кино. Не только, скажем, такое вот умное авторское кино, но также и коммерческое, да, по разным возрастным категориям. И вот скоро у нас тоже новый жанр скоро выходит. Мне кажется, в истории кино это будет тоже новинка. Я об этом тоже могу рассказать. Ну, вот как раз говоря про поддержку кинематографа со стороны зрителя, 11 ноября появится уникальная возможность. На экраны выходит как раз-таки в новом жанре «Холодное золото» кинофильм. И вот о нем мы хотим уже подробнее поговорить. Ну, вот «Холодное золото». Вот наш постер. Фильм основан на реальных событиях. Это история, которая произошла у нас в 40-х годах в Южной Якутии. Мы знаем, что в это время шла Великая Отечественная война, но у нас, скажем так, в тылу тоже происходили немало тоже событий, да. И существовала банда, которая грабила прииски. Мы знаем все, что производилось, там, добывалось, уходило на фронт, но вот такая вот банда, оказывается, грабила. И сценаристы, когда приступили к работе над этим фильмом, они тщательно изучали архивы. То есть у нас был доступ к рассекреченным архивам ФСБ, когда мы читали вообще о том, что происходило тогда. И я надеюсь, что для историков и не только, вообще для зрителей, для широкого круга зрителей это кино будет интересно, потому что это часть нашей истории, да, о том, что происходило тогда вот в тылу. Здесь у нас очень такой замечательный каст, очень много актеров заявлено, все известные якутские актеры, и не только, у нас есть приглашенные российские актеры. Вот. Все снималось на натуре, скажем, в экстерьере, это Южная Якутия, ну, разные улусы Хангаласки, Намский, то есть мы меняли локации, да. Вот такие зимние сложные съемки, но я надеюсь, что фильм получился, потому что первый опыт, первый такой вот закрытый показ, который мы делали для зрителей, он впечатлил, скажем так. Ну, вот вы говорите, сложные съемки, с какими сложностями, трудностями? Ну, во-первых, это были зимние съемки, это мы начали в марте, и все время находиться на улице, конечно, целыми днями физически тяжело. У нас в кадре, помимо актеров, которых очень много, да, есть еще и животные, это олени, целые, вот, скажем так, количество оленей, 20 оленей в кадре, даже больше. Вот. Затем еще какой момент был. Мы начали в 2020 году, а вы знаете, 2020 год ознаменовался этой пандемией, поэтому мы вынуждены были через месяц после съемок остановиться. Я понимала, что зрителям, ну, не зрителям, а актерам тяжело, вот, чисто семьи и так далее. Все были в страхе и так далее. Поэтому наш второй блок перенесся на осень. Поэтому вынужденный фильм разделился на 2 части, но от этого, скажем, он не потерял. Может быть, даже какие-то новые там вещи мы потом придумали. Вот. Ну, вот чем фильм, ну, наверное, банальный, самый банальнейший вопрос, который может быть, тем не менее, чем фильм может удивить зрителя? Ну, удивить, во-первых, тем, что
во-первых, это жанр. Мы себя заявляем как военная драма, истерн. Есть такой вестерн, да, жанр. То есть в вестерне обычно что бывает? Преследующие, да? У нас в этом случае чекисты с милиционером, преследуемые это бандиты. Есть обязательно в кадре вместо лошадей у нас олени, перестрелка. Вот такой вот, скажем, очень экшен, да, фильм. Вот это вот будет новинка. Ну, еще то, что это реально основано на как бы, событиях, которые имели место быть. То есть какие-то вот элементы, которые вы там увидите, может, кого-то даже, возможно, шокируют, да, что не верю. Были уже комментарии, что не верю. Но это все из реальных материалов. Может быть, кого-то из актеров каких-то, может быть, узнаваемых вот, увидим в неожиданном образе. Вот здесь как раз на постере у нас изображен главный герой, как раз вот наш бандит, да, Попов. Мы его назвали Сава Попов. Сейчас, кстати, вот его играет наш замечательный актер, заслуженный артист, это Петр Баснаев, представляющий Саха-театр, да. Сейчас, в данное время, буквально вот этой ночью произошла премьера этого фильма в Ялте, на Ялтинском международном кинофестивале. «Евразийский мост» называется. Туда картину пригласили в качестве участника в основную конкурсную программу. И Петр, как исполнитель главной роли, с режиссером, с Петром Хики и сценаристом Любовью Борисовой находится прямо сейчас там. Шлют привет, скажем так, зрителям. А еще куда-то отправиться далее? Ну, дело в том, что этот фильм, конечно, он не сугубо фестивальный, это не авторское кино, это такое более такое зрительское. Это как раз и коммерческое. Да, поэтому обычно на такие фильмы, скажем, интерес фестиваля такие вот не проявляет, но так или иначе, вот мы сейчас попали в программу этого замечательного Ялтинского фестиваля. Я думаю, что в будущем тоже будут предложения. 11 ноября будет премьера по всей республике или только по всей в городе республике? пока? По всей республике, надеюсь, да. Сколько кинотеатров, ну, уже там точно будут показывать? Ну, городские кинотеатры точно. Ну и потом ближайшие там центральные регионы и так далее тоже. То есть мы сейчас ведем переговоры, чтобы максимально большой охват был. Дальше в Алдане обязательно покажем, надеюсь. Какие-то, может быть, перспективы с этим фильмом выйти на российский прокат? Да, есть тоже перспективы, то есть тоже опять же ведутся переговоры. После якутского проката пробуем российский прокат. Что ж, Сардан, спасибо большое. Ждем с нетерпением 11 ноября. Приглашаем якутян посмотреть, сходить. Да, тем более, что фильмы основаны на реальных событиях, но это всегда интересно. Хочется как минимум посмотреть там с другой точки зрения на исторические события, возможно. Спасибо, Сардана. Спасибо вам. Отличного дня. Ну а в Москве прошел 3-й международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел руками женщины с участием мастеров народного творчества, ремесленников и дизайнеров. Да, и в принципе у жителей Москвы удалось узнать, как вообще их мнение, впечатление от этого события. И об этом расскажет наш следующий сюжет. Лоскутные панно, дамские сумочки, чепраки, женские украшения. Всего около 20 изделий, сделанных своими руками. Особое место на якутском стенде занимает герб Абыйского улуса. Работа – настоящее наследие предков, выполненная техникой кыбытык-тиги. В центре нашего панно находится герб Абыйского улуса, показаны все наследия, чем живут, что добывают. История улуса тоже наглядно отражена. Например, на панно видно Спаса-Зашиверскую церковь. Рыбы, утки, яства, все богатства нашей земли показаны в том числе. Творческое объединение АЛГ основано в 2018 году. Это их первое участие на фестивале «Руками женщины». Якутские мастерицы с трепетом относятся к своему ремеслу, знают все секреты старинного искусства и, конечно, охотно делятся знаниями лоскутного шитья миру. У нас кыбытык-тыги никакой народ не шьет, только мы, якуты, только мы это шьем. Это национальная наша, как бы считается, гордость. Вместе с якутянками на фестивале принимают участие женщины из более чем 10 регионов России и 5 стран мира. Главная миссия масштабного события – объединить талантливых мастериц и показать мягкую женскую силу. Мы занимаемся народной дипломатией. То есть мы представляем на международной площадке наших женщин. А наши женщины очень талантливые. И мы слышим обратную связь из-за рубежа, что женщины зарубежных стран с очень большим желанием хотят сотрудничать. Абхазия покорила плетеными изделиями. Ямал удивил поделками из кости. Алтай привез авторские вещи из войлока. Каждый стенд наполнен самобытной культурой. Прикоснуться к народно-художественным промыслам может каждый. Фестиваль продлится до конца этой недели. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Что ж, на этом наш эфир подходит к концу, но самое главное, что день только-только начинается. И надеюсь, что благодаря нам, благодаря нашей программе
этот день у вас пройдет с улыбкой, на позитиве и динамично, продуктивно. Да, если у вас остались какие-то вопросы, то вы всегда можете нам написать на наш WhatsApp номер. Мы все читаем не только во время эфира, но и после. Так что если у вас есть какие-то предложения, вопросы, то смело пишите на наш WhatsApp номер. Да, мы его напомним. 8 914 273 4488. Также хотим напомнить, что сегодня в Якутске ожидается 0 плюс 2 градуса, так что на улице скользко, одевайтесь теплее. Да, автомобилисты тоже будьте аккуратны. Еще раз, отличного вам дня, хорошего настроения, продуктивного дня. До встречи. Увидимся завтра. В этом же составе.